Мы знали то, что можно через МФЦ, но так как был положительный опыт получения загранпаспорта на Чехова, вот, мы решили обратиться туда. Вот, ну и впоследствии это была роковая ошибка, к сожалению. Казанский айтишник Марсель Низамов вместе с девушкой ездили на Чехова получать загранпаспорт. Как он говорит, процедуру удалось пройти только с третьего захода. В общей сложности в очередях провели 12 часов. Сотрудники объясняли очередь в связи с тем, что был пожар. Хотя пожар был 2 недели назад. Ну, безусловно, это сказывается на рабочем времени, потому что работодатель просит, чтобы ты присутствовал на рабочем месте, и приходится отпрашиваться. Некоторые люди с детьми приходили тоже. То есть там, понимаете, жара, дети все волнуются, нервничают. Тут огромная очередь, говорят, даже и не мечтайте, что вы пройдете именно вот то, что у вас назначено в 9:10. Очереди в отделе сегодня были уже с 9 утра с момента открытия. На 10 лет я получала вот на днях на Гвардейской, и там все по времени, да. С мужем я пришла, у него на 5. Вот. И здесь вот такое безобразие творится. Было назначено на 29 число выдачи, да. Но 29-го я не хочу сказать, что, может быть, и готовы. Но факт в том, что стояло около 50 человек, мы так и не попали. Вот сегодня будет третий день, когда пришли получать. В этом доме 14 июня произошел пожар на балконе квартиры на 5-м этаже. Сгорела крыша. Жильцов и полицейских эвакуировали. В доме начался ремонт. Сегодня работы продолжаются, должны завершиться 7 июля. При этом на свое рабочее место паспортисты вернулись еще 19 числа. Как объясняет руководство отдела, проблему с очередями создали несколько факторов. Сезонный ажиотаж на паспорта, возобновление выдачи документов нового образца и популярность отделения на Чехова. Оно находится в центре столицы и удобно для приезжающих. В основном это у нас осложнение начинается в летний период, потому что люди у нас вспоминают об оформлении загранпаспорта в период начала отпусков. Соответственно, летом у нас более загружено подразделение. В часы наиболее загруженности мы, соответственно, открываем дополнительные окна, но постоянно их держать у нас нет технической возможности. Также подать заявление на загранпаспорт можно через портал госуслуг. Загранпаспорт старого образца на 5 лет выдают еще в отделении на Миля и во всех многофункциональных центрах Казани. За документом нового образца на 10 лет можно обратиться по 5 адресам отделов МВД. При подаче заявления можно выбрать любое удобное вам подразделение. Как говорят в управлении, это поможет разгрузить отдел в центре Казани. Дмитрий Айрин, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань.